Вы згодныя з тым, як размеркаваліся ўзнагароды? Да, я доволен. Я вот как раз об этом упомянул и считаю, что очень хорошо, что скажем так, в основных программах таких высоких наград досталась украинская картина «Атлантида». Я рад, опять же, за национальный конкурс, за распределение, именно такое распределение наград. Конечно, я могу немножко лукавить и сказать, что сложись этот пазл немножко по-другому, я тоже был бы очень рад. Потому что, в принципе, когда вот отбираются эти все работы, все эти картины, мне кажется, что в принципе, любая из этих работ, она заслуживает как бы оценки, она заслуживает поощрения. И здесь в большей степени, конечно, срабатывает принцип, знаете, такого, ну, как лотереи какой-то определенной, потому что никогда не знаешь, даже приглашая членов жюри, как сложатся их тандемы, как они будут работать вместе, что они будут подчеркивать, что они, скажем так, будут игнорировать. Но всегда хочется при отборе, чтобы вот картины, которые попадали в поле их зрения, любая из них могла, в общем-то, совершенно свободно конкурировать, работы конкурировать друг с другом. И поэтому вот когда складывается пасьянс, я смотрю, класс, здорово, мне это нравится. И в данном случае я, в общем, тоже повторюсь, мне это нравится, как все это сложилось. Потому что это имеет просто свою какую-то, ну вот, свое объяснение, свою логику. И поэтому, допустим, картины, которые, опять же, имеют определенную актуальность в своем звучании, то есть то, что важно именно нам здесь и сейчас, но вместе с тем это не превращается ни в публицистику, это не превращается в такое, знаете, или в какую-то такую идеологическую или политическую прокламацию, а то, что это все-таки произведение искусства, и в голове всегда будет стоять человек, его отношения, сложные отношения с миром. И когда в этом мире будет торжествовать, условно говоря, любовь, вот это та самая радость, о которой мы заявляли своим слоганом. Слухайце, ну вось у той дзень, калі аб'яўляліся ўжо вынікі лістападу, так, у гэты дзень у Грузіі была грузінская прэм'ера фільма, а потом танцевалі, і там просто пачаліся масавыя беспарадкі. І калі шчыра, я так вось была усешана тым, што мы ўсё ж такія цывілізаваныя людзі, і ў плане таго, што ну, сапраўды менчукі зразумелі, так, гэтую карціну, і яна ж доўгі час дамінавала, так, у фаварытах гледацкага галасавання. Да, это прямо в последний момент, можно сказать, последний день вырвали эту победу из рук, но все равно отмечена главная мужская роль в этом фильме, что тоже, я считаю, очень-очень, опять же, справедливо и точно. Ну, а как же иначе? Вообще я считаю, что, понимаете, ведь фестиваль создается не ради того, чтобы с кого-то сталкивать лбами. Они создаются для того, чтобы вот садиться как бы за такой круглый стол и обсуждать и думать. Вот они рассчитаны на то, чтобы спорить, доказывать что-то, но вместе с тем как так, немножко облагораживаться именно изнутри. Поэтому всегда, понимаете, всегда вот эта борьба за то или иное кино, оно всегда, знаете, как иногда это очень сложно объяснить, почему мы должны бороться за отстаивание каких-то определенных гуманистических целей. Почему мы должны бороться за то, чтобы человек чувствовал себя человеком, для того, чтобы каждый имел право на какую-то свою внутреннюю, в первую очередь, свободу. Мы не за анархию, мы не за то, чтобы в данном случае, как, опять же, пример того, что происходит именно в Грузии, ведь опять это связано не с разумом, а это связано просто с какой-то такой оголтелой эмоцией, которая в данном случае носит абсолютно такой неконтролируемый характер. А когда это все показывается, когда все это демонстрируется, когда все это объясняется, причем я хочу сказать, я уверен, что большинство тех, кто там, условно говоря, вышел с борьбой, они в глаза эту картину не видели, просто не видели. Потому что так, ну, просто по-человечески чисто не сопереживать героям просто невозможно. Тогда уже не человек, а машина какая-то. Поэтому вот я очень рад и ценю именно то, что, опять же, наши картины имеют нерв, они попадают в какие-то болевые точки, но вместе с тем и цель, задача такая, чтобы не создавать вот такие, что называется, именно претенденты, а наоборот, объединять эти аудитории. Андрэй, як вы лічыце, вось атрымалася за апошнія там 10-26 гадоў вось і гару і кампаніі
прышэпіць вось беларусам, беларускім аматарам кіно любоў да гэтага кіно. Ну, ведаеце, як бы я памятаю, що той фестываль, які быў так гадоў 15 назад, тому што я вже як бы, ну, малады, адносна не малады, як я збегаў са сваёй працы з БДУ, каб паглядзець дакументальнае кіно яшчэ в цэнтр відэа, это быў такі яшчэ пераходны перыяд, але трапляў на гэтыя адкрыцці з гэтымі медыатварамі, так, з усхода, так. Это было як бы, ну, зусім як бы па-іншаму, і стаўка была як бы на зусім іншае, як бы хутчэй як бы не на кіно, не на нейкія як бы глыбінныя рэчы ввогуле, якія, ну, важныя для разумення як бы прыроды чалавека, адносін, настаўленне на нейкую такую як бы знешнюю як бы картинку і ввогуле на такую, ну, можна быць неправільна казаць як бы мішуру, але як бы мы як бы на нейкую вонкавасць, так, як бы і на схематычнасць, як бы вось што калі мы кажам пра кіно. Не, трапляюць там вельмі добрыя карціны, што тычыцца дакументальнага кіно, але вось все як гэта рабілася крыху як бы не дазваляла як бы майму як бы пакаленню і маім як бы знаёмым людзям адчуваць як бы сябе саадносіць з тымі стужкамі, з тымі як бы карцінамі і сваё жыццё, так? А калі як бы за апошнія ось там гады стаў фестываль мяняцца, яны не ведаюць, хто фестываль робіць абсалютна, яны не ведаюць, як што робіцца, але гэтыя стужкі як бы трапляюць як бы ўжо у іх сэрца, у іх як бы, ну, некае разуменне жыцця. Як бы з гэтага пункту гледжання, конечно, фестываль змяніўся, ён як бы працягвае змяняцца, развівацца, але трэба казаць, што мы ўсё роўна кажам пра некую такую ўжо дасведчаную публіку, пра некі як бы пэўны адсотак. Конечно, мы не кажам як бы про ўсіх людзей, да, про ўсіх як бы гледачоў Менска. Все роўна гэта калі там лічыць там аўдыторыю, гэта не такая вялікая аўдыторыя за весь фестываль, якая, напрыклад, можа паглядзець, ну, калі параўноўваць з іншымі фестывалямі. Але пры ўсім пры тым мы бачым, як залі больш і больш напаўняюцца, як бы фестывальныя пляцоўкі пашыраюцца, як на дакументальнае кіно больш людзей прыходзяць, на гульнявое кіно ўжо за тыдзень раскупляюцца квіткі, на нацыянальную праграму за тыдзень на некаторыя паказы раскупляюцца квіткі. Гэта ўвогуле для мяне пэўны шок быў у гэтым годзе. То бок як бы вынік на відавоку. Ну так, да нацыянальнага конкурсу гэта таксама прыемна, правда? Такая увага сёлета была вельмі сур'ёзная, і сапраўды солдат быў. Ну, к национальному конкурсу всегда интерес высокий. И в прошлом году, и в позапрошлом, вообще, что называется, с самого первого года, потому что все равно, говорят, своя рубашка ближе к телу. Все равно то, что происходит у нас, так или иначе, хоть на подсознательном уровне, но волнует человечество. Ну, так, я маю на увазі, што публікі просто стала яшчэ больш цікавей тое, што адбываецца. І вось наконт нацыянальнага конкурсу, так, у нас 3 хвіліны яшчэ. Ці адна. Окей. Карацей, на нацыянальны конкурс чаму Кшыштаф Занусі ацэньваў? Мне паказваюць, што ўсё ж нам трэба перарывацца. Такім чынам, зараз мы перарываемся на невялікую паузу на навіны і працягнем падводзіць вынік кінафестывалю «Лістапад» літаральна праз 1,5 хвілінкі. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Мексика заявила, что готовая даць прытулак экс-прэзідэнту Балівіі Маралесу. Міністрка замежных справаў гэтай краіны Марсела Эберарда заявила, што краіна гатовая прадаставіць палітычны прытулак прэзідэнту Балівіі Эва Маралеса, які падаў, як вядома, у адстаўку. Мексіканскі прэзідэнт Лопес Абрадор таксама адзначыў, што ў краіне прызнаюць адказнае стаўленне Маралеса, які сышоў у адстаўку і не падвяргае свой народ гвалту. Вядома, што Мексіка была адной з першай краіны, якая павіншавала Маралеса з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах. Адбылося гэта ў кастрычніку, і з тых часоў у краіне ўвесь час адбываюцца акцыі пратэсту супраць кіравання Маралеса. Дзярстардарт Беларусі забараніў увоз і продаж расійскага печыва «Купелька», якое вырабляе фірма «Акульча» з набярэжных Чалноў.
Абмежаванне набывае моц ад 14 лістапада. На упакоўцы печыва беларускія спецыялісты не знайшлі пазначэння, што ёсць у печыве такі кансервант, як дыяксід серы. Між тым выпрабаванні паказалі, што гэтая харчовая дабаўка ў прадукце ў 5 разоў перавышае нормы. Гэта можа прывесці да захворванняў. Пракурор аспрэчвае празмерна мяккі прысуд Змітру Паліенку, анархісту. Падчас суда дзяржабвінаваўца Александр Кароль прасіў для Паліенкі 6 гадоў пазбаўлення волі, аднак суддзя Мінгарсуда Пётр Арлоў 25 кастрычніка прызначыў актывісту 3 гады хатняй хіміі. Пракурор лічыць, што гэта за мяккі прысуд за хуліганства, а праваабаронцы мяркуюць, што ўлады пераследуюць Паліенку за ягоную палітычную дзейнасць. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Мы працягваем падводзіць вынікі кінафестывалю «Лістапад» разам з Ігарам Сукманавым і Андрэем Куцілам тут у жывым эфіры Еўрарадыё. Слухайце, калі пра беларускае кіно яшчэ, чаму менавіта Кшыштаф Занусі быў абраны такім суддзёй у гэтым годзе? Ну, в принципе, во-первых, потому что для любой конкурсной программы, включая в том числе и для национального конкурса, мы ищем экспертов с достаточно влиятельных, именно тех людей, которые могут, помимо того, что оценить картину, они могут в некотором смысле выступить еще с такими консультантами. В Зануси персона всеми уважаемый, всеми любимый. Он человек, который очень открыт, в том числе и белорусам. Он с большим удовольствием принимает белорусские делегации, белорусских молодых кинематографистов у себя дома. Он, в общем-то, в этом плане делает все, чтобы вот подчеркнуть эту определенную лояльность. С другой стороны, также в национальный конкурс входят еще представители, как правило, мы стараемся приглашать представителей крупных кинофестивалей, дистрибьюторов или отборщиков, для того, чтобы они также имели возможность, ну, в какой-то степени заглянуть вот в это немножко пока неизвестное поле кинематографическое под названием «Белорусский кинематограф». И поэтому, вот, да, с одной стороны, они оценивают эти работы, с другой стороны, они вот разносят так или иначе вот эту молву. А с третьей точки зрения, все-таки так или иначе, ну, вот эти большие имена, они играют роль, ну, то есть они могут помогать немножко самоутверждаться даже тем кинематографистам, которые до определенного момента, ну, я уже Андрея не беру в расчет, но есть еще, как бы, опять же, такая молодая плеяда кинематографистов, которые только вступают на этот большой путь, и, конечно, это поощрение, оно дорогого стоит. Плюс ко всему, опять же, национальный конкурс создается и создавался в первую очередь для того, чтобы показать, что наш кинематограф — это не только, скажем так, одна государственная структура под названием «Беларусьфильм», что мы рады всем, и Беларусьфильму, и не Беларусьфильму. Все, кто так или иначе задействован вот в этом процессе, можно сказать, рождения в некотором смысле вот этой белорусской индустрии. А мы находимся на самом деле вот как раз на той стадии, когда мы только к этому понятию индустриальному подбираемся. Слухайте, ну сёлетнія пераможцы Андрэй Куціла, так, фільм «Пляшлес тамбур», які быў летась як бы зняты аўтарамі ў знак пратэсту супраць таго, што вось Андрэя не дапусцілі да фестывалю летась, так, ці гэта сапраўды такі рэванш? Вось, ці гэта выйшла выпадкова, і ці можна зараз сказаць, што ўсё ж тое, што зараз гэтыя аўтары вось на слыху, што пра іх все гавораць, што у нас афіцыйна яны пераможцы, так, што Мінкульт ўсё ж пойдзе на нейкі кампраміс, пойдзе да незалежных кінематаграфістаў і скажа: слухайце, ну ўсё, давайце ўсё ж працаваць разам. Ну, я ввогуле бы не разглядаў бы гэта як рэванш. Это просто добры збег абставінаў, дзякуючы пэўным высілкам. Па-першае, арганізатару, па-другое, адэкватным чыноўнікам у Мінкульце, і па-трэцяе, тым людзям, якія ў мінулым годзе выказалі там ці
свой як бы там солідарнасць, ці як бы сказалі сваё слова, ці тое ж самае журы Фепрэсі зрабіла заяву. Это як бы такія тры складнікі, якія пэўным чынам спрацавалі. Калі б не было ні аднаго з іх, гэтага бы не адбылося. Таму як бы такі добры працэс, вельмі працэс да радасці, што называецца, да, і я бачу як бы ў гэтым не тое, што там хтосьці з кімсьці змагаўся моцна, ці хтосьці там біўся. Это просто добры, гарманічны і правільны як бы збег абставін, але які быў урухомены гэтымі як бы трыма складнікамі, пра якія я сказаў. Але да чаго ён можа прывесці? Пэўным чынам сёння учора ён прывёў да радасці, а заўтра ён, можа быць, прывядзе да нейкіх там канструктыўных зменах як бы ўжо ў індустрыі. Я не ведаю, магчыма, гэта як бы першыя крокі да таго, каб мы заўсёды пра гэта кажам, каб конкурс, які аб'яўляецца Мінкультам, быў як бы ён уже як бы паціху мяняецца, але каб ён быў як бы больш адкрыты, больш зразумелы і адкрыты для ўсіх кінематографістаў, як бы якія займаюцца гэтым на гэтай тэрыторыі Беларусі. Ну і все, это працэс, ён не зменіцца як бы в адзін дзень, але это як бы пэўныя такія як бы знакі, як бы званочкі, і спадзяемся, што гэта не будзе як бы такой адзінкавай падзеі, што гэта стане як бы працэсам, і гэты шлях як бы будзе адкрывацца і прывядзе да пэўных вынікаў. Ігор? Плюс ко всему, я считаю, что итогом нынешнего года это все-таки, как я называю, торжество профессионализма. Потому что я все равно считаю о том, что заниматься отбором и заниматься именно фестивалем должны люди, которые погружены именно в эти процессы, которые знают вот эти все, условно говоря, и подводные камни, и течения, знают так называемую конъюнктуру, в том числе и рынка. И поэтому с этой точки зрения я считаю, что да, это очень здорово, что в некотором смысле и нас услышали, и что состоялся просто именно диалог, что очень важно, что и благодаря этому диалогу, конечно, безусловно, я надеюсь, что это будет как сказать, немножко ослабит вот эти определенные путы или определенные страхи, которые чаще всего всем руководствуются, причиной всему именно страх. Не знаю, там первородный, первобытный, но именно страх. И вот чтобы чуть-чуть избавившись от этого чувства, я думаю, наверное, полегчает абсолютно всем. Слухайте, до речі, многія, не многія, магчыма, але ёсць людзі, якія не могуць дагэтуль вам выбачыць тое, што фільм Герцага 1986 ж трапіў у нацыянальны конкурс. Мне кажется, что это не так уж много, кто не может с этим смириться. Понимаете, вообще на самом деле мне даже нравится, что так вот все это складывается. Дело в том, что мы действительно имеем такую немножко уникальную ситуацию. Вот мы говорим о том, что наша индустрия это не индустрия Германии, это не индустрия России, это не индустрия даже Украины. Мы действительно в некотором смысле, знаете, как барон Мюнхгаузен, сами себя вытаскиваем за волосы из вот этого неопределенного, вернее, состояния. И история с этой картиной, она в этом плане очень показательна. Потому что много этих дебатов, споров, и, не знаю, я сидел все время, думал, какой привести пример, вот сказать, что вот именно так. Вот мы в этом плане мы не исключение, а мы как какой-то определенный из правил. Может быть, мы все равно исключение. Хотя, конечно, я могу привести какие-то примеры. Допустим, много-много лет назад знаменитая картина «Далузский пес». Вот она считается классикой французского кино. Или все-таки это классика испанского кино? Ведь фильм, который был создан испанцами за деньги мамы режиссера. Соответственно, вместе с тем эту картину считают, в общем-то, одним из классических произведений именно французской школы. По той простой причине, что сюрреализм и прочее, это является как бы в некотором плане достоянием именно тех самых парижских кругов того периода. Может быть, это очень отдаленная эпоха, но она на самом деле много в некотором плане может объяснить, потому что тогда тоже не было индустрии в том понимании, в каком, условно говоря, сейчас находится белорусская, именно независимая индустрия.
наличие, опять же, одной киностудии, наличие одного-двух крупных независимых продюсеров все-таки эту проблему не решает. У нас нет закона о копродукциях. У нас действительно очень много делается немножко по-партизански. И вот эта картина в данном случае никогда бы, наверное, не попала бы в программу, если бы она, знаете, представляла собой такой экспортный взгляд на Беларусь. Не, вот знаете, как взгляд изнутри, а вот именно со стороны. И вот этим меня это, как в данном случае, почему-то вот в голове сидела такая мысль, что вот во что бы то ни стало, все равно эту картину надо показать. Вне зависимости от того, получилась она, не получилась, но в ней есть нечто такое, что роднит ее с очень многими работами, которые, кстати говоря, участвовали в этом году в наших этих программах. То, что немец обратился к Беларуси, то, что он заручился поддержкой огромного количества, опять же, белорусских вот тех самых независимых кинематографистов, в некотором плане даже объединил их на этой съемочной площадке. Но чем это плохо? Вот, опять же, да, но нету вот этих подписанных, условно говоря, бумаг, хотя, опять же, хочу сослаться на совершенно официальный источник. Есть такая база Синандо, это как бы крупнейшая база, профессиональная база, где, в общем-то, представлены все выходные данные в картин. В картин 86 год там фигурирует именно как Германия, Беларусь. Беларусь там учитывается, но Беларусь, правильно, она не имеет продюсер такой-то, компания, которая поддерживала такая-то. Опять же, по разным, условно говоря, именно причинам. Но, не знаю, Андрей видел эту картину? Видел. Да? Не знаю, согласишься, не согласишься со мной вот, как бы в этом направлении, но в этом фильме, опять же... Ні, по змісту, якби, ну, так, вона трапляє. Я думаю, що ти, хто, якби, основна претензія, що по правилах. Ці автор в Білорусі, ці, якби, певної осередки мусять істі, навіть майнорити, якби, з Білорусі. Якби, я думаю, що тут, якби, акурат претензія не творчого складнику, не змісту, якби, картини, а хоч і за всіх тих пунктах, які прописані. Я думаю, що тоді треба писати, напевно, що там оргкомітет покидає за собою право, типу, ну, брати там картини. Ну, нечто такое просто криху прописати у правилах, каб зняти гэтые питання на будучыню. Тому що ми можемо зараз казати про складники, якби, мастацької вартості, якби, ці гэта кіно нават крыху гаворыць пра Беларусь, пра менталітэт, пра тое ўсё, але ёсць як бы заўсёды пэўныя як бы пункты, якія прапісаны. Я думаю, і заўсёды прэтэнзія можа быць з гэтага боку. Ну, я на это опять же могу привести пример. Ведь на самом деле, опять, мы живем в такой немножко, как бы, правильно, безусловно. И с этой точки зрения эти изменения будут внесены в том числе и в регламент. Но иногда в истории существуют примеры, когда дирекция берет на себя так называемую ответственность, с которой мы в данном случае от нее не отказываемся. Я могу привести пример, классический пример, Андрей Тарковский, картина Андрей Рублев, картина, которая ни по каким правилам не должна была быть награждена в Каннах, потому что существует регламент. Но этот регламент был, что называется, преодолен по определенным причинам, которые вот как здесь вот исключения, вот они существуют в воздухе, и ты понимаешь, что если так не поступишь, то, соответственно, наверное, будешь потом очень долго об этом жалеть. Случай с этой картиной, естественно, я не хочу как бы сравнивать Тарковского и картину Лотара Херцога, но то, что это, вот понимаете, как фильм, он немножко обнажил очень интересную проблему. Вот именно проблема, состоящая именно в том, что отсутствие, в том числе и правовое отсутствие вот этой независимой белорусской кинематографии. Понимаете, точно так же, если подходить к этому очень жестко, можно предъявить определенные претензии к картинам Юлии Шатун, и картине того же Никиты Лаврецкого, считая их произведениями, условно говоря, не имеющими вот этого так называемого профессионального лейбла производства «Беларусь». Ну, авторство Беларусь. Тут вельмі важно, що авторство, якби, авторство... громадянина, формально яны, якби, трапляюць, для іх прэтэнзій абсолютно няма. То бок, якби, правила ёсць правила, якби, я разумею, што прэтэнзія асноўная не да зместа, не да пэўнага, якби, філасофскага ці такога абрунтавання, так, ментальнага ці, а тэхнічнага. Чыста вось трэба просто пакінуць пункт, прапісаць гэта, і все пытанні здымуцца. Калі дырэкцыя хоча ў будучыні пазбегнуць гэтых фармальных прэтэнзій. Это безусловно, но, опять же, ссылаюсь. Вот почему я упомянул как бы вот эту базу Синандо.
где понятие, то есть присутствие Беларуси именно как страны. Ну, я разумею. Вот, пожалуйста, понимаете, просто дело, опять же, я говорю, это очень тонкая история в нашем случае. Почему я как бы упомянул? Я не упомянул, как авторы Никита и Юля, это белорусские авторы. Но если идти как бы еще дальше... и посмотреть на то, являются ли они, условно говоря, эти картины именно белорусского производства, здесь можно, как говорится, тоже попасть вот в этот определенный юридический просак. Потому что это все, ну как сказать, он может быть белорусом, а может жить в России и снимать кино. Понимаете? В производство Беларусь Так, вот является, значит, ну ладно, это уже мы начинаем Авторство немножко... прописано, что белорусский автор. Ладно, все, неважно, за какой Добре, вытворчесть, за слухайте, копейки. просто такі момант мы ж хутка будзем заканчваць. Да. Звычайна, пасля лістапада ёсць яшчэ фільмы, якія ідуць, якія можна паглядзець. Вось я, напрыклад, не трапіла на стриптызавае, но я хацела паглядзець. Вось, яшчэ Ігор. Дзе нам будуць постфестывальныя фільмы, постфестывальныя паказы? Ну, в ряде случаев, конечно, те проекты, с которыми работает напрямую, например, компания Art Corporation, белорусские проекты, или работают, допустим, с проектами другие дистрибьюторы с белорусскими картинами, безусловно, я буду считать и надеяться на то, что резонанс листопада повлияет на то, что у этих картин сложится в том числе и прокатная судьба. За все 100%, за весь контент, конечно, я не могу нести такой ответственности. Но, опять же, ведь миссия тоже фестиваля в том и состоит. Не просто так, знаете, поманить, показать и бросить, а именно для того, чтобы двигать это дальше. В течение года фильмы любого как бы фестиваля, это, по сути, знаете, такая как бы корзинка, которая все набирается, а потом все это вбрасывается в мир. И эти картины в течение года, а может даже и 1,5 лет, они начинают потихонечку, как бы называется, выстреливать уже в такой как бы именно прокатной среде. Поэтому, ну, в общем, конечно, нам бы очень хотелось. Я знаю, что картина «Озеро радости», она уже 13 числа стартует. Ну, я користаюсь магчымасцю, кажу, што праз месяц 8 снежня кінотэатры міра 18:00 пакажуць фільм «Стриптызавая» в рамках фестываля Watch Dogs, запрашаю, і ведаю, што у Віцебску праз пару дзён ці колькі ў горадні будзе не ведаю, канцы лістапада, снежня, штосьці такое, то бок як бы ён будзе паказаны. Было б добра, калі б 2 вашых фільмы таксама выйшлі ў шырокі прокат. Адразу 2. Правда? Это называется ограниченный прокат. Ребята, широкий прокат это Да. будет Очень только обмежован. Марвел и Широкі компания. пракат будзе па грамадскаму польскаму тэлебачанню, яго бачаць, як бы калі захочуць мільёны людзей, то бок у гэтым сэнсе вырашана. Стриптыз і вайна будзе паказаны на шырокую рускамоўную аўдыторыю. Там некалькі каналаў яго ўжо бяруць. То бок як бы за гэта мы не переживаем. Ну, хотелось, конечно, чтобы это шло в кинотеатрах, шло в течение нескольких недель, пусть даже на 1-2 сеансах, но чтобы это был такой немножко постоянный, регулярный показ. Поэтому, ну, вот к этому тоже мы стремимся и хотим, чтобы рано или поздно вот такого рода вещи стали не исключениями, а правилами. Слухайте, ну і наперадзе, я так разумею, у нас зноў Оскар, так? Мы зноў будзем балець гэтым разам за Анастасію Мірошніченко. Ёсць прагнозы? Игорь специалист, я как бы от этих схем далек. Это, опять же, это довольно сложная история в том плане, что в большие очень усилия должны прилагать непосредственно сами производители, и они должны искать в этом плане поддержку западных дистрибьюторов. Это и гроши. В этом случае, если, да, это деньги в первую очередь, и если это сложится, тогда мы можем на что-то рассчитывать. Если нет, вне зависимости от того, какое это ни будет талантливое произведение, все-таки законы индустрии — это законы индустрии. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння мы падводзілі вынікі кінафестывалю «Лістапад», які з 1 па 8 лістапада прайшоў у Мінску разам з Ігорам Сукмановым і Андрэем Куцілам. Дзякуй вялікі. Хадзіце на кіно. Спасибо. Еврорадио.